Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на семинаре, который мы проводим с целью демонстрации опыта региональных инновационных площадок. И сегодня наша встреча будет как раз посвящена современным технологиям приобщения ребенка к народной культуре. И в самом начале мне хотелось бы обратиться к нашим модераторам из Воркуты. Я попрошу вас не переключать в данном случае пока никаких презентаций и так далее. И мы обязательно вам предоставим слово. Я приветствую всех участников нашего вебинара. Также хочу сразу сказать, что все материалы будут доступны после непосредственно его проведения. Также информация по итогам данного семинара будет размещена на официальном сайте института. Ну и, конечно, я призываю всех участников сегодня задавать вопросы. Вы это можете сделать непосредственно обратившись к чату, либо к специальной вкладке «Вопросы». Вместо предисловия мне хотелось бы вспомнить о некоторых аспектах, которые, так скажем, предваряют рассмотрение опыта наших замечательных региональных инновационных площадок, которые занимаются проблематикой воспитания, в том числе и через приобщение к народной культуре. Это вопросы, связанные с инкультурацией непосредственно дошкольников. Почему именно дошкольники? Потому что основной контингент, с которым работает большая часть региональных инновационных площадок, опыт которых сегодня будет представлен, как раз связан именно с этим возрастом. Но те механизмы, о которых мы будем говорить с вами в самом начале сегодня, они касаются и детства, по сути, и даже подросткового возраста. Поэтому, как мне кажется, для того, чтобы понимать, по сути, каким образом, какие технологии используют наши региональные инновационные площадки, как мы их можем в данном случае использовать, мы непосредственно сегодня и разберемся. Уважаемые коллеги, я вижу в чате у вас есть какие-то проблемы и трудности. Давайте проверим, слышно ли и видно ли трансляцию, которая идет. Если да, поставьте, пожалуйста, плюсик. Уважаемые коллеги, если есть какая-то проблема с показом с трансляцией, пожалуйста, перезагрузите страницу. Итак, начнем мы с базовых непосредственно понятий. Что же такое инкультурация? Инкультурация рассматривается и в педагогике, и в психологии как процесс освоения мира, понимания и поведения, которые присущи конкретной культуре. В результате этого процесса формируется, по сути, когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с представителями данной культуры и, по сути, отличие от представителей других культур. Инкультурация представляет собой процесс приобщения к культуре, предполагающий включение в конкретную национальную культуру. Помимо адаптации к социальному порядку жизни, инкультурация включает приспособление к ценностям, традициям и обычаям. Нужно отметить, что инкультурация рассматривается в контексте социализации. И если социализация, по сути, это освоение, в первую очередь, наверное, социальных ролей, как одна из точек зрения, существующей в настоящий момент науки, то инкультурация – это как раз, собственно, вхождение, наверное, человека в определенный тип культуры, для того, чтобы впоследствии стать, в данном случае, частью этой культуры, носителем этой культуры и, собственно, представителем этой культуры. Тем самым, в данном случае, мы говорим, что процесс инкультурации обеспечивает, по сути, культурную преемственность, в том числе и между поколениями. Какую роль играет еще инкультурация, то есть на что мне хотелось бы, чтобы мы сегодня также обратили внимание. Как и социализация, инкультурация может быть дифференцирована на несколько периодов. Если в социализации мы говорим, например, о детстве и подростничестве как о первичном этапе социализации, где большую роль в качестве агентов социализации у нас играет, во-первых, семья, во-вторых, иные социальные общности и группы, например, специально созданные учреждения, в которых наше подрастающее поколение воспитывается и обучается. С другой стороны, конечно же, мы имеем в виду детские сады, школы, всю систему дополнительного образования. С другой стороны, это неформальные, так скажем, условные объединения, в которых также происходит социализация подрастающего поколения, в том числе и процессы инкультурации. Условно, инкультурация точно так же делится на первичную и вторичную, и первичная
начинается с момента рождения ребенка и, по сути, завершается подростничеством. Когда мы с вами помним, что именно в подростковом возрасте у нас появляется такое новообразование, как идентичность. Хотя мы с вами понимаем и знаем, что идентичность начинает складываться, ее отдельные компоненты в целом, начиная еще с дошкольного детства. Нужно отметить, что, по сути, первичная инкультурация представляет собой процесс воспитания и обучения детей, который осваивает или усваивает важнейшие элементы своей культуры. Они приобретают навыки, которые необходимы для социокультурной жизни. И значение первичной стадии, как здесь обозначено на слайде, заключается в том, что в этот период формируется ценностное отношение к труду, миру, закладываются основные модели поведения. Первичная стадия инкультурации способствует сохранению стабильности, как я уже отмечал, за счет культурной преемственности. Уважаемые коллеги, частично у наших участников есть проблемы со звуком и есть проблемы с трансляцией, поэтому мы еще раз вам рекомендуем перезагрузить трансляцию. Ну а сейчас вам в чате об этом еще раз напомнят и укажут. Так вот, смотрите, здесь, как мне кажется, нам необходимо обратить внимание на некоторые моменты. То есть происходит непосредственно усвоение. Усвоение, конечно, может происходить в рамках интериоризации опыта, который, конечно же, в детстве существует как внешний. Поэтому процесс его принятия, процесс, собственно, обретения этого опыта, становления его, по сути, личным или даже личностным, это процесс довольно-таки сложный, он описан в самых разных, так скажем, аспектах и, конечно же, с точки зрения описания основных механизмов. Какие моменты или на какие моменты мне хотелось бы обратить еще ваше внимание? Это вопрос, который связан в данном случае с тем, какая система, по сути, существует для того, чтобы обеспечить процесс инкультурации. Конечно же, мы опираемся на традиции так называемой народной педагогики, которая, по сути, представляет собой традиционную для народа практику воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, и, конечно же, которые закреплены в разных культурных непосредственно продуктах и так далее, мифах и не только. Народные заповеди, образы фольклора, прикладного искусства, другие формы отражения и преображения действительности. Растущее признание среди педагогов и профессионалов получает такие рожденные именно народно-педагогические принципы, как здесь обозначено на слайде, это природосообразность, коммунистическое начало, демократизм воспитания, конечно же, это уважение к национальным традициям, труду, игре и тому подобное. Реалии таковы, что мы чаще всего работаем именно с группами, с социальными общностями, представляющими собой полиэтнический состав. И поэтому в этом отношении у нас как раз мы должны с вами говорить о том, что это накладывает определенный отпечаток в целом на организацию, так скажем, да, и приобщение подрастающего поколения к народной культуре. Ну, воспитательная работа в полиэтническом коллективе, как здесь обозначено, это совокупность способов, приемов педагогического и психологического воздействия, рассчитанных на представителей определенной этнической общности. И как направление в данном случае вы видите здесь обозначено, да, это изучение представителей различных этнических общностей, для того, чтобы иметь непосредственно представление о самых разных представителях разных этнических общностей, с целью, в частности, актуализации таких механизмов, как идентификация и обособление. То есть, что меня, допустим, связывает с представителями данного конкретного этноса, например, и что меня отличает, например, от типично другого какого-то и так далее. Нравы, обычаи, традиции, язык и так далее. Все это как раз входит непосредственно или выступает в данном случае содержанием организации воспитательной работы. Это изучение воспитателем, в том числе и системы межэтнических отношений, морально-психологической атмосферы в полиэтническом коллективе, сплочение коллектива, предотвращение конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть, в том числе и на данной почве и так далее, и формирование культуры межэтнического общения. То есть это примерно или потенциально все то, что может войти именно в содержание воспитательной работы в полиэтническом коллективе.
Ну и на какие моменты, то есть на какие механизмы мне хотелось бы обратить, собственно, ваше внимание. Это в первую очередь, конечно же, то, что доступно детям, это имитация. Имитация, по сути, представляет, как здесь обозначено, повторение людьми привычных навыков поведения, наблюдаемых в поведении других людей. И поэтому, если мы говорим о приобщении к культуре, к народной культуре, то, соответственно, данные образцы, естественно, дети, подростки должны видеть непосредственно не только носителях, наверное, но и в лицах, которые, по сути, приобщают к этой культуре. И, соответственно, частота встречаемости, так скажем, да, вот в поведении других людей, привычных навыков поведения и так далее, может стать тем необходимым, по сути, стимулом, собственно, к принятию ценностей, норм определенной непосредственно культуры. Поэтому, особенно на ранних этапах, этот момент является очень важным. Ну и, соответственно, мы говорим с вами или вспоминаем о первичном агенте социализации, а значит и инкультурации. Это, конечно же, семья. Поэтому, возвращаясь, собственно, к вопросу о привитии, так скажем, да, интереса к народной культуре, приобщении детей и подростков к народной культуре, мы также должны говорить с вами о том, какая система работы выстраивается у нас и с семьями. Поскольку как раз именно в процессе имитации, как в данном случае более, наверное, простом способе научения фактически, мы можем видеть, так скажем, да, и в поведении ребенка, и в его языковом, по сути, сознании, то есть в тех репликах, формулах и так далее, которые он использует в общении непосредственно с детьми, проекцию как раз подобного поведения. Ну и, естественно, если ребенок попадает в образовательную среду, которая как раз демонстрирует подобные образчики поведения, то фактически у него есть, собственно, определенное, так скажем, видение, образец, каким образом это можно в данном случае, так скажем, да, применить или использовать в схожей непосредственно ситуации. Дошкольный возраст характеризуется тем, что, в общем-то, начинает складываться полувозрастная идентификация, и в этом отношении, если говорить об идентификации, то буквально это отождествление, установление совпадения чего-либо с чем-либо, кем-либо с кем-либо и так далее. То есть, по сути, это добровольное отождествление отдельного человека с определенной этничностью. И отождествляя себя с определенным этносом, человек выражает факт разделения человечества на этнические группы и свою включенность в групповую внутреннюю интеграцию, как здесь это обозначено. Отсутствие идентификации, по сути, может привести к диффузной идентичности. Довольно-таки часто, когда практика нашей, так скажем, деятельности была связана с работой с подростками, и в частности опыта преподавания этнопсихологии или этнопсихологических, так скажем, основ взаимодействия, в том числе межкультурных в подростковой среде, мы обнаруживали такую феноменологию, когда фактически, являясь типичными представителями определенных этнических групп, подростки могли выбирать непосредственно или желать приобрести идентичность совершенно с другой этнической группой, нацией и так далее. По сути, можно было как раз констатировать, что подобная проблематика может сохраняться вплоть до подросткового возраста. И поэтому, конечно же, система воспитания, это система обучения, которая сложилась непосредственно на всех уровнях образования, это и система дошкольного воспитания и образования в целом, это и система, которая сложилась в наших школах и так далее, и система доп. Образования и так далее. Все это, конечно же, будет способствовать появлению так называемой идентификации. Нужно отметить, что идентификация как новообразование складывается именно в подростковом возрасте чаще всего, и более или менее осознанный ответ в данном случае, я хочу обратить ваше внимание именно на осознанность этого качества, мы, конечно же, в данном случае можем наблюдать в подростковом возрасте. То есть, по сути, об эффективности и, собственно, о создании, так скажем, каких-то глубинных, может быть, результатов, об их видении мы можем как раз обнаруживать непосредственно в этом возрасте. Хочу сразу обратить ваше внимание, это означает, что данные условия, конечно же, должны быть постоянными. Поэтому педагогическое, наверное, сообщество, говоря как раз о приобщении детей и подростков к народной культуре, фактически мы должны в этом отношении понимать, что эта работа должна быть системной.
не фрагментарной, не случайной, не спонтанной, потому что ребенок, подросток всегда находится в подобных процессах, и, соответственно, все это может как раз не то, что способствовать, а наоборот препятствовать появлению, по сути, данной какой-то идентичности и так далее. Ну и последнее слово, которое здесь, собственно, обозначено, это интериоризация. Интериоризация рассматривается, наверное, как такой общий механизм, да, развития, по сути, который мы можем применить и относительно появления подобных, так скажем, новообразований. Развивая в данном случае до понимания интериоризации в рамках культурно-исторического подхода, по сути, мы с вами помним о двух непосредственно, о некоторых стадиях, так скажем, да? Ну, как минимум мы говорим о 3 стадиях. Это интерпсихическая стадия, экстрапсихическая и интрапсихическая. Буквально мы говорим всегда, что это перевод внешнего во внутреннее, по сути, если переводить, условно говоря, вот смысл этого, по сути, механизма. Конечно же, обращая внимание на тот факт, что культурные, по сути, действия, элементы и так далее, они, конечно же, всегда находятся вне ребенка, по сути, интегрируясь в процесс развития, они становятся его, так скажем, частью и так далее. И поэтому, конечно же, мы говорим о носителях культурных образцов, культурных действий, этнических черт и так далее, которые как раз могут передаваться. Тот опыт, те знания, те навыки, те верования и так далее. Да? Фактически как раз мы говорим, что этот процесс будет эффективен и будет зависеть от качества той среды, в которой непосредственно будет находиться наш ребенок или наш подросток и прочее. И вот, по сути, сегодняшний опыт, который будет представлен, это, наверное, все-таки опыт, который, так скажем, проецирует следующую стадию, экстрапсихическую, то есть как созданные условия в образовательных учреждениях позволяют в данном случае принимать народную культуру, собственно, быть ее частью, воспринимать ее и так далее. Ну а интерпсихическая в данном случае стадия – это стадия, которая фактически говорит уже о внутренних непосредственно уже убеждениях и разделении тех, может быть, принятии тех черт, разделении тех, может быть, особенностей этнической группы, которые, собственно, уже причисляют в данном случае непосредственно наш ребенок, наш подросток и так далее. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на один момент, но также хочу обратить ваше внимание, что вы можете задавать вопросы в чате и, соответственно, в специальной вкладке. Что характерно еще и для нашей, наверное, образовательной ситуации, поскольку наша республика действительно многонациональна, поскольку мы говорим о том, что мы работаем с самыми разными общностями детскими, да, представляющими разные культуры и так далее, то мы помимо инкультурации можем с вами наблюдать еще такой момент, как, собственно, аккультурация. То есть когда мы говорим о том, что, по сути, возникает, в том числе в образовательной практике, процесс, в ходе которого этнические группы, вступая в данном случае в непосредственные продолжительные контакты с представителями другой этнической группы, начинают усваивать элементы ее культуры. И обмен культурными элементами может носить в данном случае неравнозначный характер. И особенно это показательно для групп мигрантов, которые оказываются в новой для них этнокультурной среде и, по сути, вынуждены приспосабливаться к ней. Мы не имеем в виду в данном случае появление ассимиляции, да, то есть полное принятие в данном случае элементов новой культуры, но я думаю, что процессы инкультурации и аккультурации, они, как правило, как раз сопровождают вот всю ту нашу деятельность, о которой мы сегодня будем говорить и которую мы в данном случае будем сегодня представлять. Еще раз напоминаю, что это опыт региональных инновационных площадок, это опыт как действующих региональных инновационных площадок, так и тех, кто уже завершил свою деятельность в рамках данного статуса, но при этом получены интересные результаты, и сегодня мы как раз хотели бы с вами поделиться. Сегодня опыт будут представлять непосредственно региональные инновационные площадки, которые функционировали и функционируют, в частности, детский сад номер 83 общеразвивающего вида «Золотой ключик» города Сыктывкара.
Это детский сад номер 2, в данном случае села Ижмы. Это детский сад села Лезен. Это, конечно же, наши коллеги из Воркуты. Это Дворец творчества детей и молодежи города Воркуты. Ну, а начнем мы с вами с опыта детского сада номер 83, общеразвивающего вида «Золотой ключик» города Сыктывкара. Обучение детей дошкольного возраста коми-языку в русскоязычной среде. Пожалуйста, внимание на экран, у нас будет видеозапись. Спасибо. В 2017 году наш детский сад презентовал образовательный проект на площадке КРИО. В этом же году Министерством образования Республики Коми саду был присвоен статус «Региональная инновационная площадка». В работу инновационной площадки был вовлечен педагогический коллектив, в который вошли 11 педагогов. Из них 6 воспитателей занимались организацией образовательного процесса по обучению детей коми-языку. Создавали среду языковую в группах, взаимодействовали с социумом, вели просветительскую работу с родителями по сохранению коми-языка в русскоязычной среде. Батя може вимаку власний шофер. Де шоферник обулек, а своджи не пухти мог, космонавтом лог. Уйдем петкасе, энкой, ознакашка бошми, мемут кэсе, меткац мы, детем коджу вошми. Музыкальные руководители по взаимодействию с воспитателями создавали музыкально-художественные номера, разучивали с детьми песни, танцы, ставили спектакли, игры и инсценировки на коми-языке. Воспитатель по физическому воспитанию был привлечен к организации и проведению тематических квест-игр с этнокультурной направленностью. Воспитатель по изобразительной деятельности разработал и создал тематические календари, как дидактические пособия в обучении детей коми-языку. Разработал мультимедийные дидактические игры по обучению детей коми-языку в помощь воспитателям. Логопед, педагог-психолог ежегодно организовывает и проводит тематический конкурс чтецов на коми-языке. Ведет активную работу с официальным сайтом ДАУ. Так, на официальном сайте детского сада создан раздел «Этнокультурное воспитание», содержащий подразделы «Фильмотека», «Аудиотека», «Обмен опытом», «Наши результаты», «Поэзия родного языка», «Учим коми-язык», «Читайте с нами, читайте с нами». Коллективом детского сада при поддержке лаборатории национальных проблем дошкольного образования в Республике Коми было разработано учебно-методическое обеспечение, включающее конспекты занятий по коми-языку по лексическим темам, рабочие программы по коми-языку на 4 года обучения, диагностический материал для детей старших и подготовительных групп с использованием технологий мнемотехника, индивидуальная карта развития ребенка. Педагогическая диагностика уровня освоения программы по обучению коми-языку, картотека коми-народных подвижных игр, сценарии сказок для театрализации, проекты традиции быта коми, коми-изба, путешествия по коми-сказкам, профессия оленевод. Воспитателями и специалистами освоены современные педагогические технологии и формы работы с детьми, которые успешно применяются в работе. Это игры-ходилки, настольные игры, театрализованные игры и экспресс-сказки, интерактивные игры, квест-игры, мнемотехнология, создание лэтбуков, игровые обучающие ситуации, моделирование, карта пропа как конструктор сказок на коми-языке. Мы делимся своими наработками внутри детского сада, а также активно транслируем педагогический опыт на муниципальном и республиканском уровне. Были проведены серии открытых занятий по коми-языку для слушателей курсов Института развития образования.
День открытых дверей для педагога села Ижмы и Сыктывкара в рамках республиканского педагогического марафона «Коми-язык и дети». В Эжинском центре коми-культуры был проведен мастер-класс по знакомству с коми-национальной кухней Нур-Яшиштам, где дети и родители Эжинского района могли познакомиться с традициями коми-быта. На разных площадках наши педагоги выступали организаторами мастер-классов, участвовали в республиканских семинарах и конкурсах, делились практическим опытом на Всероссийской научной практической конференции «Родные языки народы в России» в системе дошкольного образования. На базе Республиканской летней школы игропедагогики «Джолюк-Малышок» мы приняли участие с докладом в онлайн-режиме. Предоставили в лабораторию национальных проблем видеоотчет по теме «Формы активизации детей в процессе обучения детей коми-языку». На международном методическом семинаре по родным языкам и родной язык в образовательном пространстве делились положительным опытом. Принимали участие в республиканском семинаре «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов опорно-методических площадок для дошкольных образовательных организаций». В ноябре 2020 года мы стали участниками республиканского праздника Чолом Джолюк-Яс. Наши воспитанники также принимали активное участие в мероприятиях на уровне ДУ, муниципалитета, региона. Таким образом, организация работы региональной инновационной площадки на базе детского сада на сегодняшний день является эффективной. В 5 дошкольных группах языкового погружения работают педагоги, свободно владеющие коми-языком. Общение с детьми в течение всего дня проходит на коми-языке. Формируется положительная мотивация родителей в обучении детей коми-языку через информационную поддержку, конкурсные и познавательно-развлекательные мероприятия. В результате работы региональной площадки был наработан практический материал по обучению детей коми-языку и краеведению, который активно применяется в образовательной деятельности детского сада. Мы благодарим 83-й детский сад города Сыктывкара. И, уважаемые коллеги, вы видите роль непосредственно созданной образовательной, по сути, среды, которая как раз способствует приобщению русскоговорящих, в первую очередь, детей именно к традициям коми-культуры. Думаю, что тот опыт, который был представлен сейчас, вы видите, что есть специальная вкладка на официальном сайте, поэтому все, кто заинтересовался опытом региональной инновационной площадки, вы можете к нему обратиться и познакомиться с теми технологиями, с теми приемами, с теми методами и так далее, а также с инновационными продуктами деятельности региональной инновационной площадки как раз по решению данной задачи. Ну а сейчас мы переходим уже к опыту наших сельских дошкольных образовательных учреждений, и мы сейчас перемещаемся в Ижму, где, собственно, наши участники продемонстрируют, как можно использовать проектную деятельность при приобщении детей к народной культуре. Уважаемые коллеги, у нас также будет запись. Внимание на экран. Добрый день, уважаемые участники и слушатели семинара. Меня зовут Канева Анна Александровна. Хочу представить вам опыт работы Республиканской инновационной площадки, опорно-методической площадки детского сада номер 2 села Ижма. Главное в нашей работе – это дети, которые растут каждый день и вправе получать качественное образование. Нашей главной задачей является создание условий для полноценного развития детей. Реализуемая программа опорно-методической площадки «Использование культуры коми-ижемцев в этнокультурном
этнокультурном образовании детей дошкольного возраста. Предполагает ознакомление дошкольника со своей малой родиной, историей, культурой, традициями, традиционными занятиями коми-ижемцев и, конечно же, сохранение самобытного ижемского диалекта коми-языка. Структура работ реализации программы опорно-методической площадки основана на программно-проектной деятельности, что значительно организует работу и помогает выстраивать работу целенаправленно и в системе. Для заложения основ правильного природопользования, воспитания и образования детей дошкольного возраста в экологическом направлении реализован проект по созданию и применению в образовательно-воспитательной работе экологической тропы ВРВА Орды «Тропа в природу». В игровой форме дети знакомятся с растениями и животными родного края, их внешним видом и средой обитания. Приобщаются к практическому труду, учатся понимать окружающий мир, привыкая любить и беречь его. Для ознакомления детей с традиционным видом занятий предков оленеводством и с необычным миром тундры реализован проект «Кослание медного колокольчика». Дети путешествуют, кослают по карте путям перемещения оленьих стад и на каждой остановке узнают что-то новое об окружающем мире и мотивируются к познанию традиций взаимодействия с природой своих предков. В рамках проекта «По боевым следам Северной кавалерии» дети знакомятся с историей своего народа, а именно участием ижемских оленеводов в оленье-лыжных батальонах в Великой Отечественной войне. Оленеводство сыграло немаловажную роль в борьбе с фашистскими захватчиками. Сегодня в Ижемском районе не осталось ни одного ветерана воина оленьего батальона. Проведенные в ходе реализации проекта мероприятия, экскурсии, совместные с Краеведческим музеем занятия в форме музея под открытым небом, средства, фильмы, разработанные педагогами, и другое позволят сохранить память об этих героях и их правнуками. Для приобщения маленьких ижемцев Ижва-Саджолюкес к национальным культурным традициям был разработан, реализован и применяется в работе проект «Баб Кудиждиве» «Чудо из бабушкиного сундука». На мероприятиях проекта дети знакомятся с традиционным ижемским костюмом, приучаются к его ношению, хранению. Итоговым мероприятием проекта является проведение детского праздника «Луд Вылынгажеча» «Гуляние на лугу», который проходит в канун взрослого праздника и представляет адаптированную программу праздника Луд. В наших маленьких гуляниях сохранены все структурные составляющие большого праздника Луд. Не менее интересным является проект «Атлас Ижемского района» в картинках для детей дошкольного возраста «Ижва Мулан Мущерпас». Атлас состоит из 6 живых страниц. Картины имитируют административную территорию района, решают сразу несколько задач в этнокультурном и культурологическом направлениях образовательного процесса. Дети имеют возможность знакомиться с животными, растительным миром, водоемами, традиционными занятиями коми-ижемцев и чудесами Ижемского района. Атлас позволяет значительно расширить возможности по усилению мотивации ребенка, делает познавательный процесс детей дошкольного возраста более привлекательным и захватывающим. Мероприятия проекта «Мадажале Ижвакыле» позволили пополнить методическую базу детского сада средствами, которые используются в работе с детьми с целью сохранения ижемского диалекта коми-языка. Чтобы человек поистине любил свою родину, страну, необходимо, чтобы он полюбил то место, где он родился, а чтобы это место, язык и традиции жили вечно, необходимо передавать их из поколения в поколение. Спасибо за внимание. Это был опыт действительно организации проектной деятельности. Мы с вами понимаем, что, конечно же, дошкольники, наверное, еще пока не могут инициировать самостоятельно какие-то проекты, но подобное содержание, посмотрите, пожалуйста, как в данном случае позволяет решать задачи приобщения непосредственно детей дошкольного возраста к основным аспектам именно культуры местности, в данном случае культуры в целом, народа и так далее. Да? И я также, те, кто заинтересовался данным опытом, хочу обратить ваше внимание именно на разработки, которые размещаются на сайтах наших региональных инновационных площадок, поэтому вы можете обращаться к ним. И если у вас вызовет непосредственно какой-то определенный интерес, уже даже выйти, может быть, даже самостоятельно
на взаимодействие и контакты с данными региональными инновационными площадками. Ну а сейчас с Ижемского района мы перемещаемся в Сыктывдинский район и в данном случае познакомимся с опытом детского сада «Лезем». Чёрным, здравствуйте! Вы узнали меня? Да, я умный карандаш. И хочу вам представить новый выпуск видеожурнала по ранней профессиональной ориентации детей села Лозен Сыктывдинского района Республики Коми. Все профессии нужны, все профессии важны. Дети Лозенского детского сада уже много знают и умеют, как приготовить национальное блюдо по-лозенски в печке. Умеют создавать комиксы в детской типографии и собственных иллюстраций коми-сказков. Знают художника и иллюстратора в Республике Коми и умеют даже их оживлять. Это очень интересно, и об этом я рассказывал вам в предыдущих выпусках видеожурнала. Я вам, наверное, не открою большого секрета, что детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями и формирует у них определенный элементарный опыт, способствует ранней профессиональной ориентации. Педагоги Веракса и Комарова рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности. Сегодня я расскажу, как педагоги с детьми и родителями села Лозен решили узнать о ремеслах и профессиях своего села. И узнали много интересного, как раньше давным-давно трудились, как дети наши изучали коми-промысла и чем занимаются сейчас в Лозене. К детям в садик приходил в гости дедушка у Алисы Шиболкиной и научил многому, очень интересным ремеслам. Посмотрите, да, собирать веники. Талун видит ім'я пившанкоїм гор, оті пивша рит'ядор, бошта кориш ческетер, кореша ламыши море своджибер. А еще дети научились строить заборы без единого гвоздя. Оказывается, тут есть свои хитрости и нужны определенные навыки. А сейчас я покажу, как изготавливать метлу. Посмотрите, очень интересно. Биточки складываем друг к другу аккуратно, чтобы было ровненько, красиво. Раз. Так. Завязали. Худенький, но можно потом уже убрать снег с валенки. Вот, а это большой. Во дворе подметать снег. Раз. А летом он весь мусор хорошо подметает. Еще Паршуков Александр Николаевич показал детям, как мастерить корзинку из бересты. Да, тут, конечно, очень важны и нужны определенные умения. А вот как Александр Николаевич научил детей, когда и как собирать самый вкусный березовый сок без нанесения вреда дереву. Оказывается, в Республике Коми березовый сок начинают собирать в начале мая, когда в стволах и ветвях деревьев начинается активное сокодвижение, когда снег полностью растаял, и на ветках появились и набухли почки. А когда дети спросили у папы Неневой Лизы, что такое пилорама, он пригласил всех на экскурсию на свою работу в очень необычное место, что доски делают из бревен, а еще из бревен делают срубы. А это дети решили изучить в следующий раз. В этом выпуске видеожурнала вы посмотрели и увидели, как живут, работают, чем занимаются жители села Лозен. И очень важно, что педагоги детского сада готовят детей к тому, чтобы они в свое время, каким бы далеким нам сейчас это время не казалось, смогли смело вступать в самостоятельную жизнь. В создании 5-го номера видеожурнала «Все профессии нужны, все профессии важны» принимали участие дети и педагоги детского сада села Лозен. А рассказывал и показывал все умный карандаш. Спасибо умному карандашу. И действительно, наверное, может быть, тематика, связанная с ранней профессионализацией, может вызвать вопросы у большей, может быть, части педагогического общественности и так далее.
насколько в данном случае это нужно делать, важно делать, но в целом, если говорить о представленном опыте, то ранняя профессионализация, в общем-то, она была здесь связана со знакомством с наиболее типичными профессиями, которые характерны для конкретного локального населенного пункта, так скажем, да, и, соответственно, знакомство с основными, ну, условно говоря, признаками, так скажем, да, той или иной профессии и прочее. И, соответственно, мы видим, что в этой ситуации фактически посредством привлечения к активной деятельности дошкольников происходит как раз передача основных, так скажем, культурных, может быть, кодов, связанных, например, с бытовой деятельностью и так далее. Да? Огромное спасибо, уважаемые коллеги, что вы в чате выражаете непосредственно свое такое мнение относительно представленного опыта. Хочу обратить ваше внимание, что вы можете обращаться, опять же, на официальные страницы наших региональных инновационных площадок, которые представили в данном случае, ну, по крайней мере, в формате видеозаписи свой опыт. Ну, а сейчас мы уже хотели бы предоставить сейчас слово нашим коллегам из города Воркуты, которые будут уже представлять систему дополнительного образования. И, уважаемые коллеги, мы приветствуем Дворец творчества детей и молодежи города Воркуты. Это Иванова Наталья Петровна, Шатилова Мария Олеговна. Уважаемые коллеги, пожалуйста, подключайтесь к нам. И мы хотели бы предоставить непосредственно вам слово для того, чтобы вы смогли представить опыт вашей организации как раз по решению той задачи, которую мы обсуждаем в рамках семинара. Ну, а резюмируя пока, да, я хочу сказать, что дошкольное детство у нас очень ответственный в этом случае период. И естественным образом мы должны понимать, что вот представленные технологии, представленные приемы, методики и так далее достаточно эффективны. Мы видим наших коллег. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, мы передаем вам слово. Рады вас видеть, приветствовать. Мы очень тоже рады. У нас небольшая техническая неполадка. Сейчас, 3 секундочки. Все, да? Все. Так, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите вашему вниманию представить доклад «Образцовая школа танца «Радуга» как комплексная площадка приобщения ребенка к народной культуре». Нацеленность современного образования на духовное обновление общества ставит воспитание во главе угла во всей образовательной системе, в том числе и в дополнительном образовании. Занятие различными видами искусства, в том числе народным творчеством, благотворно влияет на процесс воспитания подрастающего поколения. При всем количественном росте числа фольклорных коллективов традиционный народный танец для большинства населения продолжает оставаться неизвестным явлением, так как средства массовой информации практически не отражают фольклорной темы. Уже многие годы на телевидении среди многочасового вещания на всех каналах не находится место передачам о традиционной народной культуре. Ведь знакомство с богатством танцевального творчества народов служит действенным средством идейно-эстетического воспитания подрастающего поколения. Сохранение богатств и традиций танцевального фольклора, органичное включение в современную хореографическую культуру является важнейшей практической и теоретической задачей для всех работающих в этой сфере педагогов. Народный танец является основой для всех видов и жанров сценической хореографии, от классического балета до современных танцевальных направлений. В каждом из этих видов хореографического творчества происходит прямое отражение действительности, современные изменения взглядов общества, его трансформация, отношение к своим традициям и культуре. В связи с этим особенно важным является передача этого исторического опыта подрастающему поколению, то есть приобщение детей к культурным традициям своего народа. Наиболее целесообразным способом сохранения и передачи традиций является естественное добровольное желание и интерес детей в приобретении этих знаний. Детские хореографические коллективы, являясь естественной средой для творческого самовыражения, представляют собой важный инструмент сохранения и развития традиции русского народного танца. Во Дворце творчества детей и молодежи города Воркуты реализуется комплекс программ. Первая ступень – программа для детей 4-6
ритмическая мозаика. Вторая – программа для детей 7-8 лет «Народно-характерный танец». И третья ступень – это комплексная программа «Школа танца «Радуга». Эти программы реализуются последовательно, от простого к сложному, что позволяет детям с раннего возраста приобщаться к культуре разных национальностей, к их традициям, воспитать в детях черты национального характера. На занятиях по программе «Ритмическая мозаика» активно используются такие приемы, как включение народных игр и потешек. Это обусловлено рядом причин. Музыкально-подвижные игры, как ни один другой вид деятельности, позволяет наполнить жизнь ребенка движениями, которые являются в этом возрасте самой большой его потребностью. Фольклорная игра объединяет детей, обеспечивает целостность детского коллектива. Изначально игры просты в исполнении, что дает возможность усложнять их, отрабатывать на них танцевальный материал. В основном фольклорные игры сопровождаются словом. Дошкольникам обычно сложно долго держать язык за зубами, а здесь предоставляется возможность пошуметь, не отвлекаясь от занятий. Почти всегда фольклорная игра исполняется под аккомпанемент, что делает ее особенно привлекательной до использования на занятиях народным танцем. На второй ступени учащиеся осваивают основы народного характерного танца. Цель данной программы – формировать познавательный интерес к народной танцевальной культуре. Учебная программа реализуется 1 год, построена на изучении основ именно русского танца, что является основополагающим направлением. Здесь учащиеся изучают такие характерные движения, как моталочка, ковырялочка, простые дробные выстукивания, знакомятся с разнообразием танцевальных шагов русского танца, рисунков. На этом этапе обучения у ребят появляются первые концертные номера в русском характере. Следующий этап – основной. Освоение образовательной комплексной программы школы танца «Радуга». Данная программа имеет углубленный уровень сложности, так как нацелена на получение учащимися прочных и глубоких знаний и навыков в области народно-характерного танца. Нельзя воспитать творческую личность, не вооружив ее целой системой компетенций в любом виде искусства, в том числе и в хореографии. Поэтому программа состоит из подпрограмм по народно-сценическому танцу, искусству танца, современной пластике, народному костюму и трюкам-поддержкам, которые реализуются параллельно. Такая организация системы обучения позволяет дать толчок для развития внутренней национальной культуры личности каждого ребенка. На этом этапе учащиеся познают, насколько велико многообразие русского народного танцевального искусства. Хороводы, кадриль, переплясы, игровые и другие народные танцы поражают своим разнообразием, богатством движений. Русскому народному танцу свойственна особая манера исполнения, жизнерадостность, душевная чистота и непосредственность. В репертуаре коллектива большое количество русских народных танцев, хореографические композиции разных народов, танцы патриотической тематики. Помимо русского танца на этом этапе обучения и учащиеся изучают культуру и других стран и народов. Украина, Молдавия, Белоруссия, Чехия, Италия и так далее. На занятиях большое внимание уделяется сценической культуре и манере исполнения народного танца. Важно не только грамотное исполнение движений, но и передача определенного образа, задуманного педагогом. На занятиях народным танцем ребенок расширяет свой кругозор, получает представление о танцевальном искусстве народов мира, узнает об истории народа, музыке, костюма, приобретает нравственные корни своего эстетического воспитания и образования. Важной составляющей процесса обучения является концертная и конкурсная деятельность. Учащиеся образцовой школы танца «Радуга» являются постоянными участниками мероприятий учрежденческого и муниципального уровня, призерами и победителями городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсов в номинации «Народный танец». Во время участия в конкурсах и фестивалях обязательно является и экскурсионная программа. На экскурсиях ребята изучают архитектуру, скульптуру, живопись, музыку, костюмы, знакомятся с важными историческими фактами. Ребята часто проводят параллель, например, между экспонатами музея и костюмами, в которых с самого раннего возраста исполняют разные номера. Благодаря таким образом выстроенному учебному процессу
Комплекс полученных компетенций выпускникам школы танца «Радуга» позволяет в дальнейшем стать участником народного ансамбля танца «Воркута» и других творческих коллективов с репертуаром, требующий серьезной хореографической подготовки, а также поступать в профильные учебные заведения. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, Наталья Петровна. У меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос, он касается как раз элементов, связанных с коми-культурой. Есть ли у вас танцы, ну вот мы видели, в данном случае у вас там есть финская полька и так далее? Да, Вот есть у нас в более старших классах школы танца «Радуга» у нас начинают изучать коми-культуру, потому что все равно в основе коми-хореографии лежит все равно русская хореография с элементами там, это финно-угорская группа, поэтому здесь у нас финские танцы есть, но и коми больше, более старше. А когда уже у нас дети школы танца «Радуга» переходят в народный ансамбль танца «Воркута», там уже, конечно, коми-материал у нас гораздо богаче, потому что это кадрили, игровые танцы, такие более мощный репертуар, именно коми-репертуар. Спасибо. И знаете, еще какой вопрос? Дело в том, что ну вот мы с вами общаемся воочию, с другими коллегами из региональных инновационных площадок у нас не получилось напрямую пообщаться. В целом, как вы оцениваете, вот что происходит вообще в сознании ребенка, в его личности, когда он приобщается к народной культуре? Отличается ли он от своих сверстников, которые, допустим, не включены в эту деятельность? Да, я считаю, что они отличаются. Понимаете, сейчас у нас такое время, когда у нас есть такое понятие, как мигранты, приезжают много людей из других стран к нам жить, учиться, работать. И я могу сказать, что да, даже в нашем коллективе, когда приезжают ребята из другой национальности, очень хорошо, очень корректно относятся, они интересуются культурой этих людей. И, кстати, даже у нас бывали такие случаи, когда вот у нас девочка была из Армении, они с удовольствием с ней занимались, она показывала свои какие-то движения национальные. То есть им это интересно. И они, ну, самое главное, они уважительно относятся к любой национальности, чего, к сожалению, у нас уже все реже и реже встречается. Большое спасибо. Вы отметили, наверное, очень важные моменты. То есть помимо познавательного интереса к представителю чужой культуры, конечно же, это и освоение навыков межкультурной коммуникации. И самое главное, это, конечно же, уважительное отношение к представителям других культур, чего действительно, может быть, не хватает нам в каких-то определенных коммуникативных ситуациях. Огромное вам спасибо. Я полагаю, что к нам сейчас присоединится ваша коллега. Да? Да. Пожалуйста, мы приветствуем сейчас уже Марию Олеговну Шатилову и передаем ей слово. Добрый день, мы рады вас приветствовать. Передаем вам слово. Здравствуйте. Добрый день, коллеги, участники семинара. Меня зовут Мария Олеговна Шатилова, я являюсь заведующей отделом спорта и представлю вам опыт работы по теме использования элементов национальных видов спорта и коми-игр на занятиях физкультурной направленности в учреждениях дополнительного образования. В суровых климатических условиях севера, где 8 месяцев зимы, наши предки, с учетом многовековой истории народа, географических условий, создали самобытные, оригинальные, разнообразные национальные виды спорта, физические упражнения, игры, способствующие развитию физических качеств, силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, а также морально-волевых качеств, воспитывающие нравственные и эстетические ценности человека. Философией национальных видов спорта и подвижных игр стала пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, активных занятий физической культурой и спортом. Актуальность исследования физическое воспитание детей – это важная проблема всех народов. Эта проблема особенно остро стоит в последнее время, когда возрастает важность таких явлений народной педагогики, как сохранение и возрождение традиций, возможность их использования в современных условиях. В последние годы мы все чаще обращаемся к народному опыту физического воспитания как к неисчерпаемому источнику знаний о многовековых традициях физической культуры различных этносов. Республика Коми становится примером стремительного развития и совершенствования народных традиций. Однако недостаточно подробно рассмотрены вопросы о внедрении национальных коми-игр и национальных видов спорта как средство физического воспитания ребенка на занятиях физической направленности. Объект нашего исследования – это процесс физического воспитания в учреждении дополнительного образования. Предметом исследования является использование элементов национальных видов спорта и коми-игр на занятиях физкультурной направленности в процессе физического воспитания в учреждениях дополнительного образования.
Нами была выдвинута цель исследования – выявить эффективность элементов национальных видов спорта и коми-игр в развитии физических качеств и повышении уровня физической подготовленности учащихся. Задачи исследования вы видите на экране. Также нами была выдвинута гипотеза. При использовании элементов национальных видов спорта и коми-игр на занятиях физкультурной направленности повышается физическая подготовка учащихся. Методы исследования вы видите на экране. В культурно-историческом развитии любого народа игра являлась важным средством воспитания в процессе первоначальной подготовки детей к жизни в социуме. В основе этой подготовки... Мария Олеговна, мы просим прощения. Дело в том, что у нас не меняются слайды, поэтому были бы рады, если вы будете их переключать. Потому что у нас пока актуальность только темы. Этап исследования. Так. Угу. Параллельно. Отлично. Да, Меняется, спасибо поменялись? большое. Пока нет. Скажи, параллельный этап исследования. У нас параллельно на 2 ноутбуках меняется вроде. Мы самостоятельно меняем слайды. Вот на втором компьютере у нас слайды поменялись. Давайте мы попробуем решить уже проблему с нашей точки, по сути, да, и продолжим тогда ваше выступление. Мы просим прощения за такие технические неполадки. Продолжайте, пожалуйста. В культурно-историческом развитии любого народа игра являлась важным средством воспитания в процессе первоначальной подготовки детей к жизни в социуме. В основе этой подготовки лежит особенности взаимоотношений человека с окружающей средой. Национальные подвижные игры вводят ребенка в жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствуют приобщению, получению новых знаний, трудовых навыков, совершенствованию двигательных навыков. Поскольку обширная и разнообразная по тематике игровая деятельность во многом отражает специфические формы объективной реальности, то, следовательно, в ней на протяжении всего исторического развития проявляются такие важные факторы преобразования, как специфика образа жизни данного народа, его мировоззрение, степень культурного развития, межнациональные культурные связи и многое другое. Эти теоретические аспекты данной темы были рассмотрены на первом этапе эксперимента, а также формулировалась научная проблема, рабочая гипотеза, цели и задачи исследования. На втором этапе были определены группы учащихся Дворца творчества детей и молодежи, объединения по интересам, территория фитнеса, занимающиеся 3 раза в неделю по 2 академических часа. Для получения сведений об уровне физической подготовленности учащихся проводилось тестирование с целью выявления уровня физической подготовленности на момент начала и окончания эксперимента. На третьем этапе проводился эксперимент на занятиях объединения территория фитнеса, в ходе которого были созданы 2 группы – экспериментальная и контрольная. Продолжительность учебных занятий в обеих группах – 10, возраст учащихся – 12-15 лет. Экспериментальная группа занималась внедрением элементов национальных видов спорта и коми-игр в конце основной части учебного занятия. Элементы национальных видов спорта и коми-игры подбирали с учетом возрастных функциональных возможностей учащихся. В ходе эксперимента для развития физических качеств и физической подготовленности экспериментальные группы применялись такие элементы национальных видов спорта, как метание тяжелых предметов или игры силачей, элемент северного многоборья, тройной прыжок, национальные игры, ловля оленей, городки, вышибалы, даровка, охотники и утки и другие. Контрольная группа занималась без внедрения национальных игр на занятии. С целью обоснования эффективности эксперимента проводился анализ и обобщение полученных результатов исследования. Таким образом, на момент завершения эксперимента в челночном беге 4 на 9 метров у контрольной группы результат остался неизменным, у экспериментальной группы улучшился на 0,07 секунды. В беге на 30 метров контрольная группа улучшила результат на 0,07 секунды, экспериментальная на 0,09 секунды. В прыжке длину с места прирост контрольной группы составил 1,67, экспериментальной 3,45. В сгибании и разгибании рук в упоре лежа контрольная группа ухудшила свой результат на 0,1 повторения, в то время как экспериментальная группа улучшила результат на 1,22 повторений. В наклоне вперед из положения сидя прирост контрольной группы составил 33, экспериментальной 55. В
поднимании туловища за 1 минуту контрольная группа ухудшила результат на 0,7 повторений, экспериментальная улучшила на 2,34 повторения. В прыжках через скакалку за 1 минуту контрольная группа улучшила результат на 0,5 повторений, экспериментальная на 4,45 повторений. Полученные результаты доказывают эффективность использования элементов национальных видов спорта и коми-игр в качестве средства развития физических качеств и повышения физической подготовленности учащихся. Включение элементов национальных видов спорта и национальных подвижных игр – организованный педагогический процесс, не всегда поддающийся прогнозированию. Тем не менее, педагог всегда четко должен формулировать для себя образовательные, воспитательные, оздоровительно-развивающие задачи учебного занятия, осуществлять обоснованный выбор и способов формирования тех или иных личностных качеств учащихся, качественный отбор подвижных игр. В помощь педагогам дополнительного образования нами были составлены рекомендации, которые вы видите на экране. Спасибо за внимание. Мария Олеговна, в продолжении нашего разговора, скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что вы работали в основном с подростками? Скажите... Да, возраст группы, как я уже озвучила, был от 12 до 15 лет, группы разновозрастные. Несмотря на то, что мы использовали подвижные игры, которые используют в том числе и в дошкольных образовательных учреждениях, но эти игры показали конкретные преимущества в экспериментальной группе, вызвали живой интерес у учащихся, привнесли такую национальную интересную нотку в наши занятия. У нас, к сожалению, возникли определенные технические сложности. Вот некоторые, в частности, Вера Борисовна отмечает, что не удалось посмотреть презентацию. Где можно ознакомиться с опытом, который вы представили? Размещен ли он на сайте вашего учреждения? На сайте нашего учреждения опыт еще не размещен, но я думаю, мы займемся этим вопросом. Эксперимент проводился буквально в начале октября, завершился, поэтому это свежие данные, свежая информация. Я думаю, мы подумаем насчет трансляции этого опыта. Да, уважаемые коллеги, мы еще раз призываем всех вас обращаться на официальные сайты и страницы в сети интернет наших региональных инновационных площадок. И, соответственно, все инновационные продукты деятельности, они, как правило, размещают именно там, и вы можете с ними ознакомиться. И еще один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в целом, как вам кажется, изменилось ли отношение самих подростков, которые, в общем-то, принимали участие у вас в таком, если можно сказать, так скажем, эксперименте, по развитию физических навыков, к элементам, собственно, народной культуры? То есть что им в большей степени понравилось? Это игры или это отдельные какие-то упражнения и так далее? Что вы можете прокомментировать по этому поводу? Как я уже сказала, дети с живым интересом восприняли данные игры на занятиях. Интерес к национальной культуре тоже был повышен. Перед каждой игрой мы разбирали, с чем связана эта игра. И в рекомендациях, опять же, мы это прописали, к сожалению, не все увидели. Там есть историческая справка, описание главных участников игры. Несмотря на то, что эксперимент завершен, но теперь в наше объединение с большим удовольствием и другие педагоги тоже включают национальные коми-игры. Спасибо. Спасибо огромное. Мы благодарим Воркуту, благодарим в данном случае Дворец творчества детей и молодежи за представленный опыт и надеемся, конечно же, на дальнейшее сотрудничество. И я думаю, что нас еще ждет впереди достаточно большое количество интересных встреч. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас. Всего доброго. Уважаемые друзья, в данном случае у нас сейчас не представлено никакой презентации, поэтому если ваш вопрос или ваш комментарий касается именно этого, то сейчас у нас работает только видео в данном случае, и пока в студии находимся только мы. У нас есть мнение Елены Владимировны Пономаревой, которая отмечает, что, к сожалению, наши дети вырастают и уезжают из республики, и жаль, что турпедагогов уезжает далеко от нас. Конечно, мы в каком-то определенном контексте можем рассматривать как некую такую пессимистическую точку зрения, и действительно мы, может быть, и найдем подтверждение, так скажем, мнению человека. Почему? Потому что в республике чуть более 800 тысяч
жителей, причем большая часть из них непосредственно сконцентрирована на юге, то есть буквально четверть миллиона, в пределах четверти миллиона у нас размещены в городе Сыктывкаре и так далее. Поэтому вот этот вот дисбаланс по размещению и прочее фактически здесь у нас как раз налицо, условно говоря. И действительно миграционные процессы достаточно сильны в этом отношении. И, наверное, в этой ситуации, я думаю, что мы не должны печалиться о том, что фактически дети уезжают, по крайней мере, да, вот в том смысле, что мы вложили определенный в них труд, усилия и так далее. Самое главное, наверное, что мы это сделали. И что мы это сделали на ранних этапах, то есть когда происходит как раз непосредственно идентификация ребенка со своим этносом, с культурой и так далее. Поэтому спасибо, уважаемые коллеги, за ваше мнение. «Зев иджит атте», да, как вот написала Инна Александровна, тоже огромное спасибо. Относительно сертификатов наши методисты в данном случае просмотрят непосредственно список участников, регистрацию и, соответственно, по окончании всех семинаров мы будем решать вопрос по выдаче данных сертификатов участия в нашем семинаре. Уважаемые друзья, у нас нет вопросов помимо организационных, помимо мнений, которые отражены в чате. Спасибо большое, что вы делитесь благодарностью для наших представителей региональных инновационных площадок. Я думаю, что им будет очень приятно увидеть, и что их опыт действительно вас заинтересовал. Поэтому огромное спасибо вам, что вы нашли время и приняли участие в нашем семинаре. Всего доброго, до свидания, будьте здоровы.